Лечить скоро будет некому. Так газета «Вельто» это заглавила одну из своих публикаций. Пишут, мол, жителям отдаленных сел получить квалифицированную помощь можно будет только в Вашгородской больнице. Дело в кадрах. Специалисты не едут в глубинку, хотя условий для этого масса. Виктория Денисова расскажет о них подробнее. Жители деревни Кривое, сел Пучкома, Муфтюга и Чупрова, что в Удровском районе, рискуют остаться без медпомощи. Об этом поведала местная газета. Всему виной катастрофическая нехватка кадров. Фельдшеры выходят на пенсию, а замену им найти не могут. Так сельские ФАПы и закрываются. Очень тяжелая складывается ситуация и для людей, и для медицинских работников, чтобы получить и оказать помощь. Больного и медицинские учреждения разделяют десятки километров трудной дороги. Отдаленный сельский участок стал абсолютно непривлекательным для молодых специалистов-медиков. Однако привлечь кадры в села можно. Условия для этого есть. Традиционно кузница кадров – учебные заведения. Абитуриент может заключить целевой договор с медучреждением. Как итог, студент учится бесплатно, но после выпуска отрабатывает в организации 5 лет. Педиатрия, лечебное дело, стоматология. Сегодня 566 человек присоединились к программе. Четверть из них отправится работать в села. Какие преимущества дает такой целевой договор? Мой конкурс при поступлении, он немножечко другой, чем для общих абитуриентов. Он бывает иногда чуть пониже, чем общий конкурс. Второе преимущество. Я буду проходить практику на месте своей будущей работы. Третье преимущество. Коллектив ко мне привыкает. 6 лет обучения. Коллектив ко мне привыкает. И четвертое преимущество. То, что республиканский бюджет либо медицинская организация могут сделать различного рода доплаты социального характера, например, дополнительные стипендии. Это о вузах. Но по целевому направлению можно учиться и в колледже. Контракт заключили 18 человек. Они поступили на специальности лечебное дело и сестринское дело. Как раз-таки для дальнейшей работы в сельской местности. Студенты поступают на общих основаниях. На основании конкурса аттестатов, у нас ЕГЭ не учитывается, конкурс аттестатов, и потом уже заключаются целевые договора с лечебными учреждениями, и в этих целевых договорах могут лечебные учреждения прописать какие-то там особые условия, допустим, повышенную стипендию, там, оплату проезда и так далее. Это уже решает лечебное учреждение самостоятельно и индивидуально. Далее денежные выплаты. Можно стать земским доктором. Специалист заключает договор с ЦРБ, после чего 5 лет работает в селе. При этом единовременно получает материальную помощь – 2 миллиона рублей. Программа действует с 2012-го. За это время к ней присоединилось 373 врача. Схожий проект – земский фельдшер. Условия договора все те же. Отличие лишь в размере выплаты. Она составит 1 миллион рублей. 18 человек такой возможностью воспользовались. У нас пришло 3 врача, 2 стоматолога и 1 врач-реаниматолог. Ну и я считаю, что именно благодаря этой программе большую часть своих кадровых проблем мы можем решить. Дополнительные выплаты предоставляют и за квотированные рабочие места. Врач может единовременно получить 100 тысяч при условии, что отработает 3 года в медучреждении. Ежегодно такую матпомощь получают не менее 20 врачей. В 2021-м сумму планируют увеличить до 500 000. Средним медицинским работникам предоставляются единовременные выплаты в размере 350 тысяч рублей с обязательством отработать в медицинской организации не менее 3 лет. За весь период программы с 2012 по 2019 годы выплаты получили 48 средних медицинских работников села. Иными словами, бери да поезжай. Условия для работы на селе есть, программ немало. Было бы желание, а там, глядишь, и проблема сама собой решится. Виктория Денисова, телеканал Юрган.